В России несправедливо осужден очередной гражданин Таджикистана. Россия перебросила в Таджикистан военную авиацию. Свою вину в инкриминируемых преступлениях Маманазаров полностью признал. 16 февраля текущего года в Красноярском гарнизонном военном суде огласили приговор гражданину Таджикистана Бурхону Маманазарову. Таджикистанец был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в подготовке и финансировании терроризма. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. По мнению стороны обвинения, Маманазаров в 2016 году якобы имел отношение к планам об организации теракта возле одного отделения полиции в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского военного суда. Следует заметить, что данный приговор является далеко не первым фактом фабрикации уголовного дела по террористической статье в отношении граждан Таджикистана. На сегодняшний день в российских тюрьмах и колониях лишены свободы десятки и сотни таджикистанцев, причем абсолютное большинство из них стало жертвами российской карательной системы, в которой палочная система отчетности заставляет силовиков фабриковать все новые и новые уголовные дела в отношении мусульман. И естественно, что проще всего сфабриковать уголовные дела в отношении трудовых мигрантов, как наименее защищенной категории мусульман. Примечательно также и то, что в России за всю ее историю выходцами из Таджикистана не было совершено ни одного террористического акта. Россия перебросила свои военные самолеты Су-24 и Су-25 на военный аэродром Айни в Таджикистане для полетов над Восточным Памиром. Боевые самолеты переброшены с авиабаз в России и Кыргызстане. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин. Самолеты оперативно-тактической авиации Су-24М и Су-25СМ переброшены с авиабаз в Челябинской области и Киргизской республике на аэродром Айни под Душанбе для обеспечения плановой совместной подготовки подразделений 201-й российской военной базы и вооруженных сил Таджикистана, отметил он. Также он добавил, выполняется отработка сложного пилотажа в различных метеоусловиях и взаимодействие с передовыми авианаводчиками. Летчики бомбардировщиков и штурмовиков поддержат с воздуха действия мотострелков в ходе выполнения учебно-боевых задач по противодействию незаконным вооруженным формированиям, уничтожению караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах. Кроме того, как сообщило российское издание «Красная звезда», в мае-июне этого года антитеррористический центр СНГ проведет в Таджикистане масштабные антитеррористические учения под названием «Душанбе антитеррор-2017». Здесь, в Таджикистане, вы сталкиваетесь с проблемами. Эксперты отмечают, что со стороны России в Таджикистане предпринимаются меры для формирования ощущения наличия со стороны неких сил. Например, аналитики центра Стрэдфорд считают исходящие из Афганистана угрозы незначительными. Москва таким образом намерена усилить свое влияние, чтобы преуменьшить действия Запада и Китая в этом регионе, считают эксперты аналитического центра.